Во дворе траур, соседи не могут прийти в себя. За одну ночь во многоэтажке на Чуйкова сразу 3 убийства. На 3-й день хоронят всю семью. Отца, мать, 18-летнюю дочь. Тихие, спокойные, доброжелательные. Поэтому очень взволнованы и шокированы. Просто шокированы тем, что произошло. Ночью 7 января в этом доме следователи обнаружили тела 59-летней женщины, ее супруга и дочери с ножевыми ранениями. Уже через несколько часов двор словно застыл. Не слышно ни общения жителей, ни даже проезжающих машин. Все пытаются свыкнуться с мыслью, что соседей больше нет. Одна ночь забрала всех. Погибшая женщина Фарида Тухватуллина. Всю свою жизнь она посвятила сфере печати. Больше 20 лет отработала в газете «Медани Жумга». Отсюда ушла на пенсию. В ее родной редакции сегодня, словно в осиротевшем доме, не слышно ни слова. Ведь видели с ней в последний раз перед самым Новым годом. Пришла такая веселая была. Так вместе чай пили, разговаривали. Так, как будто она прощалась в последний раз, как будто с нами она была. Она была очень душевным человеком. Всегда помогала всем. Очень любила свою дочь. Младшая была у нее. 40 лет где-то родила. Индийские танцы она, когда маленькая была, очень красиво танцевала. Коллега и близкий друг Фариды Рамзия Габдуллина вспоминает, дочь была для матери всем. Она отдавала всю любовь и силы, мечтала дать хорошее образование, грезила о ее семейном счастье. Конечно, время уже подходит замужество, знакомятся девочки с парнями, и не знаешь, парень, что на уме. Подозреваемый в убийстве семьи 22-летний парень находится в реанимации в Казанской больнице. После преступления он пытался покончить с собой. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. При этом проведение следственных действий непосредственно с подозреваемым не представляется возможным ввиду его состояния здоровья. Было совершено из-за запрета родителей девушки общаться с юношей, но истинные причины станут известны после допроса, когда подозреваемый пойдет на поправку. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, Рамиль Гарипов, НВ.